На самом деле сюжет нам понятен уже давным-давно, и мы, в принципе, знаем, что будет потом. Но именно увидеть данное произведение в такой очень интересной интерпретации, это на самом деле очень интересно. Ну, как бы костюмы, такой эдакий бурятский колорит, что ли, можно так сказать. Ну и все равно что-то новое, наверное, есть, это, что мы открываем по-новому. Наверное, так. Ну вот что я скажу от себя, то что для вот нового поколения это что-то новое. Почему? Потому что не каждый сейчас поколение новое, да, знает бурятский язык. И вот придя на такой спектакль, он познает что-то новое, вдается в культуру, знает что-то для себя в плане перевода, да, он все равно имеет переводческие, ну, эти свои какие-то элементы. И тем не менее, даже я скажу, да, зная бурятский язык, но тем не менее 30% я не понимаю. И для меня это очень интересно, потому что рядом сидит моя мама, и я как бы с ней советуюсь, она дает мне какие-то навыки в плане перевода. Вот это очень красиво. А в плане колорита, да, костюм подобранный очень замечательно, мне очень все нравится. Сейчас будем ждать продолжения нашего сюжета. Этот спектакль, конечно, чувствуется, что это такой молодежный. Все равно чувствуется новое веяние. Мы знаем, что это поставила молодая режиссер, как Сайжин Жабалова. Чувствуется, что все равно это новая кровь. Мы приходили, ну, конечно, другие спектакли тоже неплохие, так сказать. Но вот здесь вот, ну, вот, дух вот этой молодости, красивый бурятский слог. Короче, очень понравилось. Да. Ну, вы знаете, я ждала этой премьеры, потому что я смотрела эскиз Сайжин во время фестиваля Алтан-Сыргэ. И уже на тот момент у меня были, безусловно, и какие-то положительные впечатления, и в то же время были вопросы, потому что я там увидела определенные какие-то, заимствования, переработки, интерпретации, и мне очень хотелось посмотреть, как это будет в большом вот таком полноценном спектакле. Я, безусловно, позже скажу более подробно, потому что я сегодня пришла специально, чтобы написать об этом материал. Но что вот сейчас, когда я смотрела первый акт, вы знаете, у меня возникло такое ощущение, возможно, может быть, это мое, ну, как бы я пристрастна, даже не пристрастна, а наоборот, вот, может быть, не объективно, положительно, не объективно, да, но я когда сегодня смотрела, у меня было такое ощущение, что Шекспир писал эту свою пьесу очень много веков назад, вот именно для того, чтобы она прозвучала на бурятском языке. То есть я видела очень много постановок Ромео и Джульетта, разных театров и профессиональных, и самодеятельных, и провинциальных, да. Но вот, скажем так, вот сегодня у меня было ощущение все равно определенной какой-то новизны, вот. И самое главное, что я очень хорошо знаю актеров, которые заняты в спектакле, и не просто знаю их по сцене, а знаю как бы их в жизни, вот. И то, насколько они в этом спектакле раскрываются, насколько им комфортно, что как бы вот угаданы их образы. То есть, ну, обычно говорят так, нет необходимости ставить спектакль, если в труппе театра нет того или иного актера, который может это воплотить. Вот на сегодняшний день, мне кажется, что попадание, значит, актера и образа, то есть вот совпадение их, оно просто, ну, максимальное. И замечательная Ольга в образе, значит, Джульетты, это просто роль, которую она ждала, возможно, многие годы. Вот. И Зарикто замечательно играет Ромео. Я последний раз его видела в роли акулы в спектакле «Манкур», да, и там вот он был такой, знаете, немного хищный, да, а здесь вот я вижу страстного романтика. Я думаю, что это очень хорошая работа. Есть какие-то моменты, да, которые для меня важны в этом спектакле. Вот. И вот те художественные приемы, которые Сайжин использует. Мне особенно понравилась вот сцена, где ребята, я так, по крайней мере, читаю, они воплощаются в птиц. То есть вот я сейчас смотрю спектакль, и у меня такая возникает мысль о том, что птицы, значит, сбитые на взлете. То есть вот это спектакль об этом, что когда душа человека, она начинает переживать любовь, она превращается в птицу, и она начинает подниматься высоко в небе. И вдруг
вдруг неожиданно вот эта вражда взаимная, эта страшная и непоправимая смерть, она обрывает этот полет, и каждый должен задуматься о том, что он может что-то изменить изначально, то есть может остановиться и сохранить вот это вот парение. Мне очень понравился спектакль, потому что это какой-то абстрактный, нереальный мир, который не увидишь нигде, мне кажется. Спасибо Бурятскому драматическому театру, что вот показывают нам, зрителям, вот такие классные спектакли. Шинер табдыгым бен, тэгээд бурят хылымны мартык дынуи, мане бурядут иманатха, хуне зурхы имы худулы хидere бузор бірхынут. Со Саша бұрылғайы орнадықты, молодцы, хенда. Очень понравилось, очень новаторские подходы, музыка, игра актеров. Все очень классно. Успехов режиссеру, актерам. Всем спасибо.